Всем привет! Сегодня у нас в условно странно няшном обзоре хороший охотничий нож. Назовем его Егерь. Сталь Х12МФ. Он у нас уже побывал на испытаниях, всякие там искры высекал, огни разводил, затачивал рыболовные удочки. Сейчас ему предстоит довольно странное женское испытание. Будем заниматься, значит, мы подготовкой банановых слайсов. Вот. Скорее, это задача для овощного ножа, который у нас в разработке. Вместе с поварским набором очень красивый у нас получится, и покажем мы его вам, наверное, через месяц. А сейчас вот поприкалываемся с банановыми слайсами. Ели когда-нибудь слайсы из банановой кожуры, нет? Я тоже не ел, и вам не рекомендую, это мы выбросим все, не переживайте. Значит, по рецепту банан требуется порезать слайсами 3-5 миллиметров. Надо потолще, что-то я взял как-то совсем прям добренько. Так. Потом мы будем их раскладывать, но я уже сейчас буду, потому что на доски не хватит подо все. По правилам YouTube резать надо медленно, иначе продакшн меня выгонит и скажет, что, в общем, такую фигню быстро нельзя делать. Нож у нас уже резал всякое мясо и рыбу, конечно же, по всем правилам поварского искусства. Для каждого вида продукции нужен свой ножик, своя доска, своя посуда. Но мы же снимаем это все для вас. Хотя это стопудово сожрут все те, кто сейчас смотрит это видео у нас тут внутри. Поэтому отдельный банановый нож мы изобретать не стали, а взяли тот, который уже показал себя в деле. Порезал тут меня, падла. Но это я криворукий, вы просто когда приобретете себе достойную вещь, будьте аккуратны. Самое долгое в нашем видео, конечно же, будет раскладывание банана. Но такой сценарий, я не могу никуда убежать от него. Я думаю, что мне надоест их скоро так тонко резать, и я буду резать их прям кирпичами. Заодно проведем эксперимент, как справляется с этим наш сушильный шкаф. Дегидратор. Вы модель там все равно не видите, она специально невидимая. Чтобы вы знали, что мы не зарабатываем на каких-то там партнерках. Собственно, кто мы такие? С нашим количеством подписчиков зарабатываем на партнерках, да? Но, может быть, благодаря вам подписчиков станет больше. Самое главное, вы поймете, что этот ножик можно купить и резать им бананы. Рецепт возьмете на заметку. Спросите у нас, а что за дегидратор, который делает домашние банановые чипсы? Рецепт у вас уже сейчас будет. Рецепт крайне простой. У нас кроме бананов из ингредиентов еще будет сахарная пудра, подсолнечное масло рафинированное. В идеале должен быть лимон. Но так как я его на завтрак за чаем уже весь съел, то
Продакшн сказал, что банановые чипсы в моем животе и так будут с лимоном. У нас на подходе выкованный прототип шеф-ножа, который мы вам планируем показать в следующем видео. Скорее всего, он будет тоже с какой-то буржуйской иностранной техникой, которая сумеет нам приготовить борщ за 30 минут. Заодно проверим, насколько это все реально. Возьмем мясо, порежем, возьмем овощи, тоже порежем, закинем все это в специальный приборчик, проверим, как себя показывает нож, и заодно проверим, как себя показывает буржуйская техника по приготовлению быстрого и вкусного борща. Безусловно, вы понимаете, что ни этот дегидратор, ни эта буржуйская кастрюля не смогут ни приготовить нормальные банановые чипсы, ни нормальный борщ без наших ножей, потому что в чем секрет вкусной и здоровой пищи? В ноже, который режет эту вкусную и здоровую пищу. На самом деле мы планировали попробовать, как же нам дегидрировать целые бананы, но если бы мы засунули в эту камеру дегидратора целые бананы, то нам бы не пригодился нож. Максимум, что я мог бы вам показать, это то, как я отрезаю хвосты, хотя их можно не отрезать, все и так знают, можно отгрызть. Вот. Поэтому мы решили их наслайсить. Сейчас у нас получается уже целый поднос слайсов. Если честно, я сильно сомневаюсь, что я буду переворачивать. Я лучше думаю, что я их намажу с одной стороны маслом, посыплю сахарной пудрой и займусь вторым подносом. Такой у нас получился на один поднос банановых слайсов.
кстати, если вам интересны другие модели наших ножей, то вы можете перейти в наш телеграм-канал и ознакомиться там с полным ассортиментом продукции, потому что есть модели из других сталей, есть модели другого форм-фактора. Теперь наша задача заключается в следующем. На самом деле, поход это такой лайфхак. Конечно же, вы всегда с собой в походах возите такие вот коробища, гидраторы. Вот я тоже в походных условиях специальную кисточку для масла. Чтобы смазать наши бананы и слайсы. У всех этих походов, например, кстати, сахарной пудры есть.
часов температура 50 градусов. И через 10 часов мы вам покажем, что у нас получилось. Та-дам! Выключаем. Достаем пустую. Достаем не пустую. Пробуем. Нямки-нямки. Рекомендовалось поливать лимонным соком. Но... чтобы они не почернели. Но они, как видите, и так не особо почернели. Вкусные бананчики. Вкусный перекус, домашние конфетки, полезный для здоровья, безвредный для зубов, для взрослых и детей.